Перед отопительным сезоном свыше 1000 алматинских учеников вынуждены ходить в отдаленную школу. Их учебное заведение решили отремонтировать с наступлением учебного года. Естественно, это вызвало недовольство родителей. Они не могут понять, почему эти работы нельзя было провести своевременно до холодов. Тильмурат Муталипов выяснял подробности. Алматинская 73-я гимназия на старте занятий оказалась в эпицентре скандала. Учебное заведение, насчитывающее 64-летнюю историю существования, управление образования решило отремонтировать в канун отопительного сезона. Теперь свыше 1000 учеников планируют распределить с 1 октября в отдаленную школу. Для родителей такая новость словно снег на голову. Взрослые недоумевают, почему ветхое здание гимназии не привели в порядок еще летом. Школу ремонтировать собирались еще давно. Эту историю мы знаем. Мы каждый год думали, ну вот сделать. Весной нам сказали, начнется ремонт. Все лето была тишина. Мы по этой улице часто проезжаем, все нормально. Мы думали, этот год мы тоже нормально закончим начальную школу, хотя бы 4 класс. Всех детей отправляют в орбиту. 11 остановок. Представляете, детей возить во вторую смену. 2 класс, 4. Ну вот эти все начальные. Как туда возить? Директор школы гимназии номер 73 говорит, что причин для паники нет. Всем школьникам, которые будут учиться далеко от дома, предоставят школьные автобусы. А вот ремонт учебного объекта перед холодами, уточнил директор заведения, затеян согласно установленному управлением образования графику. Куда вы отправляете детей учиться? В 40-ю школу, в односменную. Почему? Потому что близлежащие школы, которые мы планировали, но в связи с тем, что школы переполнены, они обучаются в 2 смены. То есть в связи с тем, что ЖК вот рядом с теми школами, контингент у близлежащих школ возрос. И в связи с этим только односменная школа может нас принять.